Почему Янка Купала перерезал себе живот? За что силовики буквально сажали на кол гения белорусской литературы? Из-за чего власти так возненавидели белорусскую интеллигенцию? Об этом в нашем видео. Почему Янка Купала перерезал себе живот? И другие жуткие факты, о которых стараются не говорить. Факт номер 1. В НКВД из книг белорусских писателей делали костры. В магазинах в них заворачивали еду. 1 августа 1937 года во дворе Минской тюрьмы НКВД жгли тысячи рукописей националистической литературы и неопубликованных произведений белорусских писателей. Параллельно запрещенные цензурой издания изымались из библиотек. Писателей не спасал даже статус живых классиков. Книгу Янки Купалы с патриотической лирикой рвали, а в ошметки заворачивали еду и одежду. Опубликованную книгу Михася Зарецкого запретили, и в листы издания «Кровичи» заворачивали селедку. Обесцень и уничтожь все неблагонадежное. Унись и уничтожь всех неблагонадежных. Этими идеями советские власти и их потомки руководствуются до сих пор. А начиналось все достаточно многообещающе. В 1922 году БССР в числе 4 республик вступила в Советский Союз. Чтобы добиться доверия угнетенных панами белорусов, Москва разрешила развивать белорусскую культуру и язык. Это была беларусізацыя. Вось, яна не была навязаная у тым сэнсе, што там рабіце і больш нічога не рабіце. Это было дазвол, якім скарысталіся мясцовыя бальшавікі і рэальна разгарнулі сур'ёзную нацыяналізацыю. То есть там ствараліся інстытуты, праводзілася навуковае даследаванне, распрацоўваліся дакументы, спрабавалі перавесці там дзяржапарат на беларускую мову там дзе-то было магчыма. Лидерами БССР стали представители белорусской национальной интеллигенции. Поэтому темпы и эффективность белорусизации поражали. Позже один из душителей белорусизации, Владимир Затонский, возмущался. В БССР иногда политические решения не принимаются, пока не обсуждены с поэтами и писателями. В это время были созданы БГУ и Институт белорусской культуры, Инбелкульт. Именно в 1926 году на базе Инбелкульта провели знаковую научную конференцию по реформе белорусского языка. Часть заседаний прошла в здании, где сегодня расположился Губопик. Именно после этой конференции власти поняли, если белорусизацию не остановить насильно, БССР очень быстро превратится в независимое национальное государство. Тем временем литераторы буквально превращались в поп-звезд. Центром этой фабрики талантов стало литературное объединение «Молодняк». Она была создана в 1923 году. Все знаковые фигуры белорусской литературы и поэзии, они фактически начинали с «Молодняка». На протяжении только 1924-1925 годов, за 2 года, членами объединения было выпущено порядка 50 сборников стихотворений, прозы. Вышло 20 номеров журнала, который так и назывался «Молодняк». И были открыты ее представительства не только в Беларуси, но, допустим, в Праге было, в Риге, в Ковно. Даже создан был специально полоцкий филиал. Появилось литобъединение «Узвышша», и там тоже были настоящие рок-звезды. Модные, дерзкие, красивые и белорусские. Например, портреты узвышенца Владимира Дубовки висели в домах многих минчан. А поэт Тодор Клишторный завораживал интимной лирикой и был кумиром подростков Минска. Дебютный сборник Валерия Морякова «Пялёстки» переписывался в тайные девичьи блокноты. А после одного из поэтических выступлений он просто не смог собрать все цветы, подаренные ему в этот вечер. Але пасля да ўлады прыйшоў Сталін, яму патрэбна была краіна максімальна падпарадкаваная яму асабіста. Вось, і таму все эти нацыянальныя справы былі звернутыя, больш за тое, менавіта на перыяд беларусізацыі, украінізацыі праявіў найбольш яркіх актыўных прыхільнікаў гэтага руху, і іх роўненька і зрэзалі. В 1928 году в Инбелкульте работало 115 сотрудников. Из них в последующие годы были приговорены к ссылке, высылке или расстрелу 98 человек. К 1937 году на свободе не осталось ни одного сотрудника из тех 115. Началось с того, что в октябре 1930 года проходил пленум ЦК ВКПБ, который сыграл особо зловещую роль, конечно, в судьбе белорусской интеллигенции.
был доклад секретаря Компартии Белоруссии Гея, в котором он на основании доклада тогдашнего председателя ГПУ Рапопорта сказал, что Белоруссия раскрыта контрреволюционная организация националистической интеллигенции. Дело в том, что этой организации в природе не существовало. Не было этой организации. Это было первое задание ОГПУ — сфабриковать такой процесс. В Беларуси было создано более 30 фиктивных организаций. То есть Союз вызволения Беларуси — одна из 30. Факт номер 2. Самых популярных поэтов и писателей НКВД доводил до харакири. В буквальном смысле сажал на кол и просто убивал. Не выдержав давления, 22 ноября 1930 года Янка Купала попытался свести счеты с жизнью. Кухонным ножом поэт сделал себе харакири. Спасла его жена Владислава, которая услышала стон из соседней комнаты. Тот же Владимир Дубовка, который 20 июля 1930 года за стихотворение, которое называлось «За все земли всех народов мира», он уже проходил по делу Союза освобождения Беларуси. В 1931 году он находился в заключении в Минской тюрьме. 10 апреля было его первое осуждение на 5 лет ссылки в Яранск. В июле 1935 года срок ссылки был продлен на 2 года. В 1937 году он был повторно арестован и осужден на 10 лет лишения свободы. И далее, в 1947 году, уже после войны, по окончании срока он оказался в Грузинской ССР, где работал счетоводом в чайной конторе. И 16 февраля 1949 года он был арестован в 3-й раз. Был приговорен уже на 25 лет заключения. Дубовку реабилитировали при жизни. Он вернулся в Минск, где ему обещали дать квартиру. Семью поселили в небольшом номере в гостинице в районе нынешней площади Независимости. Окно этой комнатки выходило во двор Володарки, прямо на окна камеры, где в 1930 году его пытали. Спустя 9 месяцев ожидания в гостиничном номере с видом на Пищаловский замок он уехал из Минска в Москву. Навсегда. Кумир читателей, поэт Валерий Моряков, был дважды арестован. За что? Вот какую характеристику донос на него написал литературовед Кучера. Моряков является наиболее ярким представителем богемско-упаднического отряда буржуазного национализма в белорусской литературе. Видите ли, он недоволен существующим положением дел в Советской Белоруссии. В сборнике «Пялёстки» он слово «айчина» пишет с большой буквы, как и подобает националисту. Морякова расстреляли в 28 лет. Мать поэта еще год на последние деньги носила в тюрьму передачи. И их принимали. Только в одну ночь с 29 на 30 октября 1937 года в Минске в застенках внутренней тюрьмы НКВД расстреляли более 100 белорусских интеллигентов, деятелей культуры, науки и искусства. «Черная ночь» или «Ночь расстрелянных поэтов» стала катастрофой для Беларуси на многие десятилетия вперед. В этом конвейере репрессий, который продолжился и в послевоенное время, уцелеть удалось единицам. Писателя Кузьму Черного арестовали 14 октября 1938 года. В тюрьме НКВД он провел 8 месяцев, в том числе 6 в одиночной камере. Незадолго до смерти он оставил запись в своем дневнике. «У Яжовской турме меня саджали на кол, били великим железным ключом по голове и поливали сбитое место холодной водой. Поднимали и кидали на рейку, били поленом по животе, устаўлялі ў вушы папяровыя трубкі і раўлі ў іх на ўсё горла, угонялі ў камеру с пацуками». Но часто палачи сами становились жертвами. В 1937-м одного из зачинщиков репрессий в БССР Затонского арестовали, а через 8 месяцев приговорили к смертной казни и в тот же день расстреляли. Факт номер 3. Боясь репрессий, белорусы сами стали отказываться от всего белорусского – мовы, культуры, литературы. Репрессии на десятилетия оказали влияние и на простых белорусов. Репрессии против националистов продолжались и после войны. Поэтому минчане старались не говорить по-белорусски в публичных местах. Белорусская мова снова пришла в упадок. Нация была в шоке от антибелорусских репрессий сталинистов 1930-х годов. А те самые верные сталинцы даже после реабилитации своих коллег готовы были снова отправить их в лагеря. Когда того самого Кондрата Крапиву попросили удалить из его сборника произведений оскорбительные пасквили на Владимира Дубовку и других проклятых нацдемов,
Потому что они реабилитированы, тот отрезал. Это мы еще посмотрим. Факт номер 4. Во времена сталинских репрессий Беларусь потеряла около 90% писательской интеллигенции. В 1930-е годы по всему СССР репрессировали около 2000 писателей. Из них 500 человек из Беларуси. А это, в свою очередь, было около 90% писательской интеллигенции БССР. И это не говоря о тысячах расстрелянных государственных и общественных деятелей Беларуси. Ученых, учителей, врачей, священников всех конфессий. Размах коммунистических репрессий в Беларуси не сравним ни с какой другой республикой СССР. Кто знает, какой была бы наша страна сегодня, не будь этого систематически спланированного в Кремле террора. Но белорусы все равно продолжают жить.